Вітаем усіх слухачоў Еўрарадыё. Ну, я пачынаю звычайна свае эфіры так. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Ну, гэта так афіцыйна, а зараз у нас неафіцыйная сустрэча. Мы уже прывыклі рабіць нейкія онлайн-канцэрты, творчыя вечарыны, чытанні вершаў. Да што заўгодна ўжо прывыклі рабіць праз онлайн. Прывучыў нас гэты коронавірус. Ну, тым не менш, дзякуючы гэтаму мы часцей можем сустракацца с нашими любимыми музыкамі. Ну вось працягваем цикл онлайн-канцэртаў на Еўрарадыё. Гэтым разам вот я замяніў Уладзю Лепяшынскага на месцы вядоўца і хочу з радасцю вам прадставіць нашага сённяшняга удзельніка, нашага сённяшняга ганаровага гостя. Нашы партнёры Арт-Сядзіба, калі мы там абмяркоўваем, каго запрасіць, яны заўсёды хочуць нешта такого з моладзі, штосьці такое вот папулярнае, сучаснае. І калі я прапаноўваю што-нибудь там кшталту, ведаеце, там ну, такой традыцыйнага блюза, рытм-н-блюза, року, яны кажуць, ну вот это вот для старичков, там все для старпёраў, это вот музыка вообще такая. Поэтому мы сказали, не хочете, не надо, а мы, ничего вы не разумеете, мы нормальную, добрую музыку, якая молодая праз усе вякі і пакаленні, да? Дякую. Добрый вечер. И вам дякую за ваш дякую за Red Dogs у нас сегодня в гостях. Сергей Скляроў, фронтмен, ён не любіць, калі я его называю лідар, тому что, кажа, у нас тут усе лідары, лідар увогуле ў краіне адзін, любіць прагнуцца так любіць, вот, поэтому я фронтмен. А фронты у нас везде. Да, по всех фронтах. Давай с самого початку назовешь своих поплечников. Дай бог вспомнить. Вадим Галиуллин, поплечник, как ты сказал. По самые плечи, говорят. Я по плечо, сейчас он выше сидит просто. Я его знаю очень давно. Это человек, которому мы все это организовали. Как модно говорить сейчас, группировку Zero Dogs мы организовали очень давно. Вот, но для всех молодых скажем, что не так и давно. Вот. Это Евгений Степанов, наш бас, несравненный. Но это ошеломительный Макс Марченко, наш потрясающий ритм. И ритм не только наш. Можно сказать, ритм краины тут. Вот. Я могу сказать, что... Ну, я могу сказать? Говори. Бить будут потом. Под его ритм пляшут самые красивые девушки из ансамбля «Хорошки». Всем привет. Причем они пляшут по всему миру. Причем пляшут так. Огонь. 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 Ну что, Сергей и хлопцы, не будем выделять. Вы, калі рыхтаваліся да прыходу нас у студыю, нейкую адмысловую праграму складалі, ці вот такую звычайную, якую на своих концертах, ну, прынамсі, апошнім часам играете? Нет, мы сыграем сегодня поспокойней, так, по-домашнему. У нас в руках акустические гитары, драйва не будет. В электрическом смысле этого слова. Вот. Надеемся, что будет драйв другой. Да, то есть мы хотим просто вот как вот вечером на кухне сидеть. Все-таки это пенсионерская музыка. Да, дорогие бабушки и дедушки, для тех, кто пока не спит. Да. Ну, мы подготовили программу специально для того, чтобы, ну, как будто мы пришли к кому-то на чай. Вот. Сели так с рюмочкой чаю. Да, рюмочкой, с килихом чая можно сесть тоже. И, в общем-то, вот те песни, которые мы там спели, которые можно играть, и они очень обаятельно звучат в акустике, мы специально для этой передачи и вставили. Не могу сказать, что мы пошли, а вот давай, что у нас там трек-лист, пойдем к Змичеру там все. Нет. Перелопатили. Сегодня даже вот пару песен вставили, пару песен вычеркнули специально для вашей Вычеркнули передачи. больше, чтобы поговорить. Да. Як же без того, как не поговорить с хорошими людьми? А то ж мы старые, пускай запомнят нас, какими были. Ну, говорит, языком молоть еще можем, а вот пальчики уже не бегают, да? Ну вот сейчас, да, что осталось, то и будет. Раз побегуть. Ну что, давай, как долго не оттягивать, с чего почнем?
Мы начнем с песни нашего, чуть не сказал, друга, нашего хорошего знакомого. Поплечника. Есть у нас в странах Соединенных, в Северной Америке, в США, то бишь, есть наш приятель хороший Кэбмо, который про нас не знает, но догадывается, что он нам нравится. Вот его песня, Вадим, как она называется? Называется «Руки вверх». Вот, да. Вот, эта песня немножко, точнее, с религиозным подтекстом. Да, Основной смысл, Она только с религиозным. она доносит, что как бы тебе в жизни не было тяжело, ты должен взять гитару и играть. Вот. Это такой вольный перевод. Я заинтересовался. Вот. Ну что, начнем? Давайте. If your problem won't gone away, any worry, there's night and day, heading nowhere. Down on knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, heading nowhere. Get down on knees and pray. Heading nowhere, heading nowhere. Give it up, heading nowhere, heading nowhere, baby. Get down on knees and pray. Ain't no mountains you can climb, ain't no answers you can find. All you need is a head hold, a healthy body, feel your soul, running dark and the wind blows away, but just the spirit lights away, heading nowhere. Get on the knees and pray. Heading nowhere, heading nowhere. Give it up, heading nowhere, heading nowhere, baby. Get on the knees and pray. Ain't a mountain you can climb, ain't no ransom you can find. All you need is a hand out, a healthy body, feeling so dark and you can't find your way. Just let the spirit light away, heading nowhere. Down on knees and pray. Heading nowhere, heading nowhere. Give it up, heading nowhere. Heading nowhere. Get down and knees way down. Pray. Добрый вечер, это The Road Dog с вами сегодня. Нам тут пише Паша Свердлов, що такі Паша Свердлов пише, такий теплый ламповый рок-н-ролл. Ну, а лишь, який это рок-н-ролл? Ну, человек не разбирается, ну, что ж зробиш? Ладно, не будем так Пашу шугать. Паша, он молодой просто, все нормально. Это очень медленный рок-н-ролл. Это архаичный рок-н-ролл. Это то, с чего рок-н-ролл Корневой. начался. Так что Паша Да прав. историчний. Да, как и мы. Тим не менш, все ж таки вот блюз, ритм-н-блюз. Сергей, вот сколько годов мы с тобой знакомы? Годов 20 уже, напевно. Ты действительно хочешь знать ответ?
Не, я просто образно, что так хотел намекнуть людям, что мы с тобой давно знакомые, и я до чего, вот чему менавіта гэты стыль, вот чему гэта музыка, вот я памятаю тебе там, ну, 20гадовым хлопцам. Вот чаму ў 20 гадоў ты пачаў быў схільны менавіта да гэтай музыкі, а не до каких-нибудь вот там руки вверх. Да? Тим, расскажи нам, потому что мы его не знали в 20 лет. Какой он был? Что он слушал в то время? Волосатый был, я тебе Волосатый скажу. был, да? да? Ну, я с волосами его помню вообще, с кудрявыми. С такими волосами ты не помнишь меня. А что был? Да, ты что, по поясу. Пояс ходил? Да. Я скажу так. Было несколько очень сильных влияний на меня. И первое, конечно, почему блюз? Наверное, потому что подсадил меня на эту иглу, в кавычках, старший брат, на хорошую музыку именно. И я тогда слушал эту музыку, я не знал, что это блюз. То есть потому что когда я первый раз услышал Led Zeppelin, понятно, и мне было очень мало лет, и я тогда понятия не имел, что это блюз, по большому счету. А потом мне уже опытные люди подсказали, что такое, собственно, что играет Led Zeppelin. Потом, естественно, был AC/DC, ну, все известные, и ранние, другие. Я не хотел бы перечислять все эти влияния группы. Просто так получилось, что ты, наверное, не помнишь. Или помнишь, у нас в школе было даже 2 движения волнистые и металлисты. Вот я почему-то был в металлистах, но потом сполз в блюз, потому что... Ну, У нас было третье течение. Я был приверженцем Рио Тье и Джо Досена. ого! Да. Я не знал. Слушай, какие вещи открываются в течение... У тебя чудодейственный эфир, такие вещи вылазят на поверхность. А я скажу так, когда я впервые встретил Дмитрия, он был очаровательный, он сейчас тоже очаровательный, но тогда был очаровательный молодой человек с ярко-голубыми глазами. И когда мне Ворошкевич сказал, что именно этот парень пишет им текста для их песен потрясающих, ну, респект. Но я тогда, скажу честно, чисто удивился и даже вот Скажем так, обрадовался, что твоя вина знакомы. есть тоже в том, что мы собрались, потому что для меня было самым сильным потрясением юности это концерт в альтернативном театре, там, где Крама играла с Crossroads. И это Да, для было меня- такое, да. Вот, для меня это было что-то такое, что я пришел, долго думал, говорил, ну, понял, что вот это то, что нужно, что должно звучать, и то, что я хочу играть. Ну ось у глыбіні тыя цікавыя валасата-скляраўскія мы зазірнулі. Мы нет! Давайте не зацягваць, працягнем канцэрт, а то вы тут як гадзіна, ўсяго гадзіна, мы тут на 3 гадзіны праграму падрыхтавалі, так что давайте не будем А и час чем губляць. меньше мы сыграем, тем лучше. Нам интереснее поговорить. Но Это нам-то да, а людям вот, яны ж-то прыйшлі на эфир, он сядзіць толькі ў Фейсбуку на маёй старонцы 25 чалавек, а яшчэ там... Так, расходитесь, люди. Слушай, давай скажем так, если они интересно, мы пойдем вместе с Змитером по их квартирам. Будем так ходить масках. каждый вечер. И в масках, конечно. Они будут на кухне сидеть, а мы в комнате будем играть. Наоборот, лучше. Да, на кухне лучше играется. Ну Холодильник что? рядом. Что, Ну поехали, что, что там? сподобалася, скажем, по заканчэнні, а теперь подписывайтесь за Виктора Бабарыку, да? Ну, а почему нет? Поехали. Не, песня какая. Что поехали? Куда поехали? Кеды было? Поехали. Тогда Песня нашего... Да, кстати, группа не полностью здесь, потому что в феврале приезжал Михал Келак. Он сейчас в Польше смотрит тоже этот эфир. Да, Михал, привет. Михал, привет тебе. Pozdrowienia do Polski, do pana Michala Вот, скучает. и wszystkich przyjaciół, które ogląda nas teraz z Polski. Окей. Так что смотрят нас там. Да, гармоника, конечно, троху не хапае, але... Копаем. Я специально не учусь играть на гармошке, потому что Михала потеряем. Не волнуйся, ведь играй. Ну, хлопаки, чаду. Давай. One, two, three.
Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Ważniejsze co to czujesz, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Serca te nie kieruj, tylko forsa ważna w życiu jest. Wicher wieje, wicher silny, drzewa glasia, hej. Wicher wieje, wicher słaby, drzewa laja, hej. Ważniejsze to być silny, wicher silny, drzewa glasia, hej. Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Ważniejsze co to czujesz, słuchaj zawsze głosu serca, hej. Dziękuję. Песня. І ось одразу Віталій Абрамович передає вам великий дякую за Тадеуша Налепу. Андрей Сафонов пише: файно, мило ми. Татьяна Березовская: привет ребятам, знакомый Джембе. Просто Максим украл сегодня. Пакуль што бачыш толькі такія вітальныя і удзячныя і захапляльныя вам кампліменты даюць, ніякіх правакацыйных пытаннічкаў не задаюць. Хлопцы, дзяўчаты, пішыце ўсё, што хочаце запытацца у хлопцаў за Родокс, таму пытаннічкі пакуль буду задаваць я ад сябе. Сергей, мы, в прынцыпе, ўжо абмяркоўвалі гэтую тэму. Вот ты зараз звярнуўся да класікі польскага блюзу, рытм-н-блюзу. У той же самой Польшчы вельмі моцна развітая вось гэта такой блюз-рух, блюзовых каманд, блюзовых, вельмі шмат. Да, колькі там блюз розных фестываляў, я не ведаю. 80. Дякуй. Мы все узнали. Каманды з тых часоў, на якіх мы ўсе раслі, іх таксама і да гэтага часу іграюць. Я ўжо не кажу пра Лэдзі Панка, там, скажем, Будка Суфлера, там іншыя каманды.
у нас чаму так склалася, чаму вось нейкае такое блюзавы рух, такое адчуванне, што ну фактычна міма Беларусі прайшоў. Я могу часами об этом говорить, конечно, и анализировать всяческие коротко, составляющие, но коротко скажет Вадим. Ну, Польша всегда была впереди. Скажем так, в Польше в плане музыки никогда не было советской власти. Начнем с того, да. То есть, если когда рок-н-ролл всегда туда заезжал. Приезжали роллинги, приезжал Биби Кинг, Мадди Уотерс приезжал. То есть всегда это все легло на благодатную почву 60-х годов, да. То есть когда во всем мире был рок-н-ролл, у них тоже был... 70-х. Да, у них тоже был рок-н-ролл. И он, соответственно, развивался, и выросло целое поколение на этой музыке. Поэтому, если уже целое поколение выросло на определенном культурном пласте, он никуда не денется. Вадим умалчивает о том, что он получил рок-образование, будучи солдатом войск связи в Восточном Берлине. И слушал там всю эту запрещенную музыку. Да, я как сейчас помню, когда вышел сольный альбом Фила Коллинза, и мы на армейской радиостанции ламповой, и в наушниках, вот в таких, только лучше намного, армейские, потому что. И мы тогда слушали, заслушивались прямо. Добавь только одно, почему? Потому что интернета не было. Интернета не было, но была хорошая радиосвязь у нас. Космическая. Была Замест таго, космическая. каб падслухоўваць варожыя галасы, Мы подслуховывали ворожие голосы, как раз Да, там, именно да, них и передавали. голос всё это. Америки, там, да. Да, у нас были немецкие радиостанции, там было все хорошо с музыкой. А я тогда жил в Бресте. Ну, я когда был первый раз, самое смешное, что я первый раз услышал The Purple Smoke on the Water, когда мне было 6 лет. Я запомнил этот риф, потому что, естественно, я ничего... И это как раз крутили по тройке, радио тройке, которые транслировали из Польши. А поскольку мы жили у самой границы в Бресте, вот буквально там 1,5 километра, то мы, естественно, все это слушали. Причем отец не знал, он был на службе, а мы со старшим братом крутили и случайно нашли вот это... Вот оставляй их от них. Вот. А это первое. И самое, я добавлю к Вадиму, поляки могли ездить много где по Восточной Европе. Они заезжали в самый веселый барак тогда. Это была Венгрия. И все вот оттуда, вот Чехия, Венгрия, у них был такой междусобойчик. Плюс там заезжали действительно звезды. И это был шок, когда вот действительно Rolling Stones выступили в Доме культуры, который построил Сталин в Варшаве. Это было просто... И там все. Это кто-то говорит, это лекарство или это зараза, но факт, что это осталось там и начало давать свои плоды. А Дарка, якая насамрэч Даша, піша вам: Витебск з вами, рада видеть и слышать нават у таким формате. Даша, привет тебе. Витебску Анна здоровья. Бакумова То- піша просто: ой, вы ж мои красавчики. Так, давайте, красавчики, прыгажуны. Ну, красавчики не могут не порадовать новой песней. Следующая песня — это Circle of Blues. Песня из нашего нового альбома, который мы выпустили в Польше. Опять Польша. Всё. Вместе с Михалом. Да. Hey! Money takes your soul. Girls waste your money. Friends steal your girls. This life is not so funny. Body kicking of fools. I saw the circle of blues. Preacher takes your soul. Liar waste your money. Boss stealing girls. And this is how it goes. Body grip your muse. Saw the circle of blues. Whiskey takes your soul. Beer
bless your soul. Girls, waves are mighty. Praise, still the girls. This life is not so funny. Hey, body kicking and froze. A silent single of blows. Come on. Hey. Это была песня «Цирковый блюз» из нашего нового альбома. Які можна купіць. Зараз павінна быць хвілінка рэкламы. У нас. На наших страничках. Так, Макс чуть не сказал, на наших концертах. На концертах, да, концертов нет. Вот, ну, этот альбом уже несколько месяцев, пару месяцев находится в официальных продажах. Да, в сети есть на Apple Music, Spotify, Deezer, что там еще, где мы еще? Все. Все музыкальные. Вот Евгений, первые слова от Евгения. Все музыкальные сервисы. Многие думают, что Евгений умеет говорить, но это не так. Евгений, повтори, пожалуйста, еще раз. Эту фразу я репетировал. Давай, скажи еще раз. Все музыкальные сервисы. Вы слышали сами. Вот правду сказаў Сергей, калі называў басіста, ён сказаў ашаламляльны. Вот і ўсе просто былі ў ашаламленні, калі пачулі першыя словы ад яго за час гэтага канцэрта. Ну, первые, кстати, слова его услышали даже не мы, а пассажиры самолета Киев-Тбилиси, когда мы летели на гастроли в Грузию. Там он тогда ошеломил всех. Все. Да, ошеломлены были все, включая меня. Сам не ожидал, да. Танцуют все. Примерно так было. Да, это было время, когда летали самолеты. Да. Да, было такое время, мы расскажем потом внукам. До речі, от зараз я буду вас трошку падтролліваць ці падкалываць. Мы зараз шмат гаварылі прыгадывалі палякаў, польскі блюз, але вот польскі блюз ён пераважнай большасці гучыць па-польску. Да, это так. Вот мы бачым беларускую команду The Road Dogs, и что-то вот как-то вот не кладется беларуская мова на блюз. Нет, чаму ж не кладецца? Кладецца, добра кладецца, але ж пасля выхада нашага першага альбома, што здарылася? Да, кое-кто нам поведал, что мы вельми дрэнна спеваем по-беларуску. І лепей, хлопцы, не спевайте. Не рабіце больше дагэтуль ніколі. Да. Покажите мне этого человека. Не, мы не покажем. Можно найти в сети рецензии Ты на его первый альбом. ведаешь? Слушайте. Это шутка на самом деле. Слухайте, не, гэта с одного боку можа быць жарт у дадзеным выпадку, але гэта не жарт калі мы гаворым пра, там, скажем, пераход на беларускую мову вот просто звычайных людзей, і все кажуць там мы вот саромеемся, будем рабіць памылки, а вот кто-то там, вот ведаеце, такі вот разумны і там вопытны ў беларускай мове кшталту Лукашука, там дзе-нибудь нам скажа там ой, як ты гаворыш, тут памылки робіш. Так вот, я вам скажу, Олег Трусаў, ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы, неяк сказаў выдатнейшую фразу на гэты конт. Ён сказаў так: не можаш чыста гаварыць па-беларуску, лупі на трасянцы і не звяртай ні на каго ўвагу. И вам то же самое, не звяртайце ни на кого увагу. Добро. Нет, ну, Дмитрий, как-то песни все-таки на белорусском языке, если мы на тросянце начнем... Не, мы не пели на блюз, тросянце. Это Максим Марченко. Нас говорит Максим Марченко. Скажите, что это суржик. Суржик. Белорусский. Не очень красиво будет. Просто у нас получилось так, что не сочиняется на белорусском, плохо разговариваем. Не, у нас плохо получается, мыслим. но всякий раз, когда мы сочиняем песню на белорусском языке, у нас получается крама.
Да, наверное, да. Серьезно? И как мы слушаем, во, Крама опять получит. Нет. Крама у Так. нас уже есть. Ну, это тоже Слухай, шутка была. атрымліваецца, я Сергея сваімі інфармацыя пра тое, што я пішу тэксты для крамы, некалі збіла яго з правільнага шляху Да, жыццёвага во всем на виноват крывую Лукашук. дорожку блюза. А зараз яшчэ і на беларуску не можаце пісаць за крамы. Але Ну, тым не менш, все ж таки песні ёсць. Ну, што скажаш у Если сваё можно апраўданне? послушать, ну, мы будем стараться, наверное. Будем стараться, но я сентенцию сейчас скажу. Ну, не учили тогда в школе так добро белорусский язык. Не важно, не то, что даже не учили, Сергей. Ну, есть, скажем, хорошие белорусские поэты, у них замечательные есть стихи, да. Их можно положить на музыку. Мы тоже первый альбом, когда писали, Немудрство Лукаво взяли Да, Янки Купалу. да, да. И нам сказали, что мы не должны так относиться. Причем к так, Янке ну что, Купалу. да, там, в школьной программе, что там, я мужик белорус, значит, Да. я мужик белорус, и все. Получилось что-то такое, все говорили, что они скрестили Хендрикса с Купалой, что вы наделали? Слухайте, так беларус, дакладней блюз, гэта ж вот што, як кажуць пра блюз, што такое музыка блюз? Это калі ад цябе сышла любимая жанчына, ты сеў, заплакаў, узяў у руки гітары і вот всю сваю слёзы, всю сваю боль выліў у музыку і ў тэкст блюзавы. А что такое лёс беларуса? Ну, в принципе, Это да, это блюз. слезы, боль, Да. постоянно, все, что хочешь. Ну так вот, это житё белоруса, это блюз. Так у нас Меня с хаты выгоняют, так и живи. Да. Ну, я думаю, здесь зреет коллаборат. Коллаб зреет. Нам напишут новый текст. Он даже не знает об этом еще. Да. мы едем на Полесье куда-нибудь там. Какой на на болото. Полесье? Полесье уже приехала. Да, Полисия уже Нет, с тобой. писать. Вот. Мы хотим передать нашим слушателям, что мы, наверное, так же, как и они, мы очень скучаем по концертам, которых нет. По Мы их понятия- лицам. Да, мы понятия не имеем, когда все это закончится. Друзья, мы не теряем время и пытаемся записывать что-то новое. Надеемся порадовать новыми песнями. Вот, а пока идем дальше по программе. Если там вопросов больше нет, мы готовы петь дальше. Споем. Давай. Следующая давай, песня из давайте нового далей. альбома. Тут как бы ёсць такі цікавы каментар, я думаю, што мы яго агучым Ага. пасля. Таму, бо скажуць, у вас тут нейкая там цэнзура, няма ніякай цэнзуры. Цензуры у нас нет никакой. Да. У нас ничего нет. И совести тоже. Так, что мы... Morning Boogie. Это народная белорусская песня практически. Да, то, что происходит с каждым белорусом, нет, не с каждым, с утра. С некоторым количеством. Да. Coming early morning, getting up extremely boring. My hangover drive me nuts, but my eyes are widely shut. Am I dreaming on the way? All my life is total fake, it's total fake. I'm finally awake. When I drink a bigger lane, sound a step on my cat. Meow. This is also very bad. For creation scream is hell in my head. The vision bell, hell's bell. Moving forward with the day. Where is my Chevy Joe? I can hardly understand why I can't be mine. Can't recover brain cells, body was extremely well. Come on. Hey, 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 hey.
house in Rome. No one calling on my phone. It's so quiet outside. I'm kind of terrified. Finally I understand. It's a freaking down weekend. I can go where is the tower. It's a freaking down weekend. I can go where is the tower. It's a freaking down I weekend. can go where is the tower. It's a freaking down I weekend. can go where is the tower. It's a freaking down weekend. I can go where is the tower. No, 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 no. Somebody stop me. Thank you. Спасибо. Андрей Сафонов. Ага. Вот так. Я привыкший, что у меня микрофон заўсёды вот так вот на поготове. А мы отобрали Да, эти тут все микрофоны. вечером убирают микрофон. Ну, Они тоже люди. Как говорят? Микрофоны тоже люди, это название для психоделических Ты помнишь, песни. спят, хотят, там тоже про микрофоны было. Да, спит животное паук. Да. так, тым не менш, Андрей Сафонов пишет даволі такое с одного боку спрэчнае пытанне у посткаранавірусным будучым як хлеба ўсім трэба будзе усім будзе патрэбная толькі праўда і сумленнасць, пусть жа разам з жывой акустыкай Роддокс выкарыстоўваюць жывую беларускую, польскую, украінскую мову, бо шмат і лжы англійскага паймелі мы за апошнія 50 гадоў. Ну, я не ведаю, я б, напрыклад, адказаў, што палітыка і музыка гэта зусім розныя рэчы, і калі палітыка это мова дзесьці і лжы, то музыка гэта мова праўды ад пачатку. Тым не менш, вам слова, а то я тут перахапіў, як фронтменам себе адчуў. Отлично, отлично. Это нормально, это нормально. Я бы хотел посмотреть на этого человека, который шмат английского хапанул. Ну, 80 лет советского. Человек имеет право на свое мнение. Не, ну, Ну, я даже не знаю, как это прокомментировать. Нет, ну, опять же, человек высказался. Спасибо. Ну хорошо, мы будем Спасибо. стараться. Будем стараться. Мы с Он- английского будем брать только правильные слова и правильные буквы. Да. А вы помните вообще в 20-х годах, сколько языков в Минске было, ходило? Помидоров знает точно. В 20-х годах минулого Это- стагоддзя, да-да-да-да-да. ну, як мінімум 4 дзяржаўныя мовы было. И там одну мову не употребили. Вот. Таки шо. Так і що? Так все поняли и так. Ну. Тут же умные люди собрались. Что вы мне голову морочите? Не-не-не, умные люди уехали. Все остались кому надо. Это старая шутка, конечно. но Хорошо. Вот. Я не ведаю, можа быць, чалавек ведае штосьці пра вашу праграму, але вот ён чамусьці пытаецца, ці можаце вы выканаць што-небудзь Саши Кулинковича. Это просто вот Максим выложил вчера, да, видео, когда был концерт, трибьют, когда Саша еще был живой, и нас попросили... Это день рождения был у Саши недавно. Нет, там был концерт. Когда был концерт, нас попросили просто записать, взять какую-то песню Кулинковича и сыграть 1,5 минуты. Ну, мы так пробежались по репертуару, то есть переехала комбайном, мы не видели смысла делать, потому что ее бы там и так занято, там много музыкантов участвовали А в вот этом. самое блюзовое, Да, оказалось, самое оказалось, Саша пьет, и мы... Ой, Вася Вася пьет. Ну, Саша, Ну і Саша тоже. Да, поговорка такая. Вот. И мы сыграли, и просто, может, кто-то думает, что мы играем песни Саши Кулинковича группы «Нигера Дзюбель». Это не так. Есть замечательная группа велосипедистов. Пожалуйста, это был последний проект, наверное, Саши, такой сайт-проект, поэтому они продолжают хранить его традиции, эту музыку, поэтому у них, по-моему, скоро даже кое-где концерт в клубах. Поищите в сети и сходите да, обязательно. онлайн, Вот. онлайн. Вот, поэтому и вспомните Сашу. Да, Да. так получилось, что последний концерт Саши мы сыграли вместе. Это был благотворительный концерт граффити. Да, да. И буквально через день он... Ну, через день там через... пять. Да, мы У нас и мыслей странно не было, просто, что мы последний с раз Сашей, на одной площадке. Ну да, просто. это-
Так что берегите друг друга, следите за своим здоровьем. И об этом следующая песня. Да? Волк. Хорошо. Да я волк, я обычный серый волк. Да я волк, я обычный серый волк. Удержать меня не сможешь, словом гору не поможешь. Да я волк, я пою, я не вою, я пою. Я пою, я не вою, я пою. Когда радостно мне очень или грустно, нет мочи, я пою. Посмотри, видишь, полная луна. Посмотри, видишь, полная луна. Я приду сегодня ночью, дом мне рок твой напророчил, я приду. Ухожу, потому что нужно мне. Ухожу, потому что нужно мне. Заберу тебя с собою, если нужно, то с бою заберу. Бас. Да я волк, я обычный серый волк. Да я волк, я обычный серый волк. Удержать меня не сможешь,
Выдатная песня, мне назаўсёды падабаецца. Калі да пачатку всей этой фігні з каранавірусам, вот Вадим з калегамі прыходзіў да нас тут у эфір на студыю з прэзентацыяй новага альбому, ён гаварыў про тое, что вот у нас там у планах, мы там тур туды, тур Сглазил я, сюды. да. Все туры, все. Тур-тур-тур. И вот что? Тур-тур-тур. Остался только тур Хейрдал, который мы сможем посмотреть по National Geographic. Все. Он же вроде... Да, ну, передача еще есть. А, да. Я тебе скину. Ну, я до того, что все ж таки тут можно троху посмеяться, что может там где-то перабольшыў, где-то може недабольшыў, але тым не менш нешта планавалася. И вот як зараз. Это блюз. Вот сидим и плачем, да? Это универсальный ответ, Дима. Ты можешь на это тоже отвечать, и когда не знаешь, что ответить, говори, это блюз. Это всегда помогает. Вот. Пускай, собственно, разговор был с Вадимом, пускай Вадим расскажет, наверное. А планы никуда не делись, они просто отодвинулись. То есть никакой коронавирус нас не остановит. Наши планы, они есть. Мы Притормозить только может, да? Ну, это просто дало возможность поработать над новым материалом. Мы думали поработать позже, пришлось поработать сейчас. Вот чем мы сейчас и Вы занимаемся. бы увидели, как мы планировали выбраться из страны. Еще просто физически Да, когда закрыли только- границы. Когда только начиналось, ввели карантины кое-где, кое-какие страны, и мы планировали, что нас там принимали, мы думали, мы прилетим на самолете, и хорошо, карантин 2 недели, нас это устраивает. Мы бы его очень хорошо провели, вот, но потом отменились самолеты, отменились рейсы, все повисло, закрылись границы, и вот так. Да. Пока так. И это блюз. Это блюз, да, это блюз, Дима. Но тым не менш вот ва ўсім дрэнным трэба шукаць нешта і добрае. Вот я заўсёды, вот, дарэчы, мне ўжо шмат нагаварылі, што тут такога цікавага здарылася ці здарылася дзякуючы таму, што вот каранавірус і ўсё такое там, і настаўнікі пачалі сыходзіць у розныя онлайн-праграмы, такая дыстанцыйнае навучанне развівацца пайшло, нехта там яшчэ нешта зрабіў дзякуючы гэтаму, таму што раней ніяк рукі не даходзілі ці патрэбы не было. Вы вот сели за новы матэрыял. Да. Што за ён? Калі чакаць? Ну, первый вопрос можно ответить. Второй вопрос, мы люди суеверные, мы отвечать не Я будем. уже один рассказал. Я больше не С тех пор я ему запрещаю говорить вообще на эти темы, давайте комментарии. Вот. Новый материал, логическое продолжение нашего последнего альбома. Для того, чтобы понять, какой будет наш самый-самый новый альбом, надо послушать альбом последний. Вот. Мы будем расширять горизонты того, что задали во втором альбоме. Да. Мы уйдем куда-то. То есть мы ищем вдохновение. Нельзя сказать, что мы уходим из стиля, мы просто его расширяем. Песни есть, их только надо довести Вот. до ума. И- Осталось научиться их играть. Вот. Я думаю, что новые песни будут интересны нашим слушателям, поскольку они, ну, опять же, эгоизм чистой воды, потому что нам самим нравится их играть. В каждой песне есть история. Все песни посмотреть, эти песни — это конкретные истории конкретных людей. Это не просто набор слов. И все эти истории, так случилось в нашей группе, что их пережил Евгений. Вот, потому что он основной автор текстов. Да, в В этом наших альбоме песнях, да. он пока лидер. Лидер. Да, он пока лидер, но его место вакантно, так что если кто-то хочет присоединиться, присоединяйтесь. Вот. Но да, он, собственно, он мало говорит, но много пишет. Мы просто задавали истории, Евгений Вот. молча уходил, также молча приносил тексты. Вот. И мы поражались глубине смысла, потому что было такое Не ощущение, веря что- своему счастью. Это ж так повезло с басистом. Это вообще... Редко бывает. Тут обычно группы там шутят над басистами, типа басисты немножко все недалекие. У нас не так. У нас просто далекий. У нас он далекий, а мы вот наоборот. где-то Мне, там. дарэчы, я яшчэ чуў такую, ну, я не ведаю, так, можа, это праўда жыцця сярод рокераў ходзіць, што дзяўчаты-фанаткі любяць найперш басістаў. Да, это так, действительно. Ждаем, где подписаться. Да, да. Да, Это правда. У нас было убедиться в этом. Собственно, бывает так, мы выходим с концерта, а Женя остается подписывать диски. Да. Дня на 2. Я хотел так не сказать, вяртаецца дня праз 2, да? Он как кот, он возвращается всегда. Когда есть захочет, приходит. Придет. Вот. Что-то там наш... Ну что,
Да. Осталось у нас время на последнюю песню. Да, давайте еще мы поздравим. Сегодня день рождения у замечательной девушки Тани Чебыкиной. Ее друзья написали, попросили поздравить. Наша группа тоже, Таня, тебя поздравляет. Таня! Как здорово, что сегодня родилась. Куда ехать? В Минске, нет? Что? Писаться. Таня. Я Таня. не знаю. Ага. Ну мы приедем. Мы не знаем, куда, но мы приедем. Поехали писаться. Все. что? Для Татьяны и для других девушек, ну и для мальчиков, конечно, которые рядом с девушками звучат. Я больше для что девушек следующее. играю сейчас. Ну так, ну я могу себе это позволить. уже. Я тоже уже хотел бы, но ввиду гендерного равенства Да. необходимо играть для всех. В моем возрасте уже... Хай Дима сегодня- тоже хай человек. сегодня басист сыграет для мальчиков, да? Да. Ох, Да, хорошо. Кстати, да, нормально все. А я для котов. А ты буду. бы... Для котов, собак, для всех, для лошадей. Ну что, поехали. И для собственницы, кого взял эту штуку. Вечер смуглый загорел, лезет ежиком мне в душу. Я в твои глаза смотрел, соглашение нарушил. Заработал по щеке твоей крохотной ручонкой. Я за то, что слишком смеял в обращении с девчонкой. Вот и дом твой на горе, а ты думала, я струшу. Подойду к твоей стене, потихоньку джинсы сброшу. Yeah. Ну струится как река, утонули мы друг в друге. Заблудился на века. Заколдованная круге. Вот и дом твой на горе, а ты думала, я сторожу. Подойду к твоей стене, потихоньку джинсы заброшу. Мне плевать на то, что свет перевернет вверх ногами. Но услышав слова «нет, нет, нет», я молюсь пред образами. О, вот и дом твой на горе, а ты думала, я сторожу. Подойду к твоей стене, потихоньку джинсы сброшу.
на горе. Спасибо. Zero Dogs, Міхал Келак, глядіть вас, передає привітання з Міхал. Польщі, хвалить саунд, каже, хлопці молодці, і Єврорадіо, хлопці так само молодці, видатний саунд. І Це все питається, Єврорадіо. а де ж Харпер? Харпер у Польши. Харпер Польши, как Ленин. Да. Михаил нам сегодня говорил, что он будет сидеть у себя дома, слушать наш стрим и играть. Подыгрывать. Учить песни. Катерина Кати пишет: безумно скучаю по вашим концертам, когда с первого звука вся мощь, любовь и бесподобная подача врывается в самое сердце. И уже невозможно остановиться и не впитывать каждый звук душой. Творите. Что творите, хлопцы? Что а? творите? Катерина, огромное спасибо. Будем рады видеть на наших концертах, как всегда. Когда мы скажем, да? Не-не-не. Неизвестно, когда. Да, собственно, никто не знает. Пока будем ходить вот на Еврорадио каждую неделю играть. Нам обещали. Ну, чому ні? Ну, саме цікаве, що я вам скажу, що вас глядять і у Нідерландах. Карлос Карлос. Корея. Hello, Карлос. Hello, Передає Carlos. How are привітання you? вам з Нідерландів і каже, що... Viva Netherlands. Каже, що буде глядіти і переглядати ваш концерт після ще у запису. Отлично. Так, ну що, час у нас скончився. Є що на біс виконати? Ці будемо розвітуватися? Нет, попрощаемся все, я считаю. Да, что- мы хотим, во-первых, в последних строчках своего письма поблагодарить за приглашение. Хотим сказать, что нам всегда очень приятно приходить в гости к друзьям и И просто в и гости. профессионалам, потому что очень нравится очень серьезная подготовка и очень нравится качество стримов. Як говориться, і вам дякую за ваш дякую, як кажуть. Ну що ж, ось і скончився наш черговий онлайн-концерт, такий убезпечним ті безпечний лайф, я б навіть сказав такі. Що таке? Граємо? Что сыграем? Нет, так времени нет уже. Ну давайте, є ще на опошню пісню. Не. Давай. Кого? Да. Ну, похулиганим чуть-чуть. Кого? Наливай. Давай. Подожди. Так быстро. Сейчас, хорошо. Ну. Давай. Сапраўдныя блюзмени вирішили трошку похулиганить. Да, ну сюда прийти и так не похулиганить. Это на самом деле- Мы себе потом не простим этого. Мы же в аналы не войдем. Куда не войдем? Никуда. Это блюз. Всё. Это плюс. Вадим, ты пока скажи что-нибудь. Мы пока начнем, поиграем аккорды, пока вы будете готовы, Сергей Борисович, потом вступите, окей? Просто это настолько сюрприз всегда. Наступний вечір буде тяжейшим був. Ти сам себе говориш, щоб лепей ти не жив. Что вокруг проблема мора, что в вагоне мал надей, вокруг один зман. Говоришь, что не мода и быть простей, и что не легка было легче, але это не складано, таким чином бавить час, так як у нас. Роза! Эй, там наливай и выпивай дальше. Эй, там наливай и выпивай дальше. Тут не потрібні слова, їх не час. Жадання інших справ панує серед нас. Нам складання, що не треба, може
Заўсёды быць лягчэй. Давай, наливай. Проблема кинем море со спиной. Эй, давай, наливай. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай. Танцы. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай. Танцы. Эй, так. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танцы. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танцы. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танцы. Наливай. Эй, там наливай, наливай, ты выпивай, танцуй. Дякую. Дякую. Ну что ж я вам скажу, некалі у Сергея были волосы, а некалі вось я выпивал, что смог написать такі тексты, да? Жаль, что... Теперь мои волосы пьют с твоим пивом. Да, зараз я не выпиваю, а у Сергея нема волосов, а песня А у нас- это існує. Ну да, жалко. Осталось что-то про волосы написать. Есть такой мюзикл «Hair», например. Как твоя тебе идея? Уже написали. А, жаль. Ну, можна переписати. Дякую, великі, Спасибо, дякую, що до дякую нас всім. прийшли. До нових Zero спотканій. Dogs, видатные музыки, будуть ще концерти, все пройде, блюз застанеться. Дякую. Назавсёды. Дякую, Дмитрий. Берегите себя. Все.